Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Состоялась прямая линия с главой Якутии. Айсен Николаев в прямом эфире ответил на вопросы жителей, рассказал о новых задачах по развитию региона. Народные избранники 7-го созыва Государственного собрания будут работать в 19 постоянных комитетах. Начал работу новый состав Госсобрания Ил-Тумен. Пенсия – не повод сидеть дома и скучать. В школе 3-го возраста можно не только учиться, но и преподавать. Наши корреспонденты расскажут, в чем заключается залог активного долголетия. От имени якутов театр юного зрителя представил спектакль на основе пьесы Сафрона Данилова о якутском революционере Максиме Амосове. В честь Дня государственности Якутии мемориальный дом-музей приглашает гостей и жителей республики на День открытых дверей. Расскажем, какие представлены экспозиции. Состоялась прямая линия с главой республики Айсеном Николаевым. Отметим, что до начала эфира от жителей Якутии поступило свыше 350 вопросов. Так, одним из основных положений в рамках программы Айсен Николаев отметил повышение уровня жизни якутян за последние годы. Глава региона привел в качестве примера результаты своей деятельности за последние несколько лет и отметил, что сейчас идет историческое обновление рекордов по добыче полезных ископаемых. Также Айсен Николаев отметил, что валовый региональный продукт вырос в 2 раза, и сейчас республика входит в число лидеров России по промышленности. Сегодня реально мы одни из лидеров России по промышленному росту. Вот сейчас обновленные все цифры Росстат дал, и мы первые на Дальнем Востоке по прошлому году по промышленному росту, 6-е в стране. Выдающиеся показатели по сравнению с 2021 годом. Одним из самых тоже успешных для нашей республики. Всего у нас промышленный рост, если сравнивать с начала моей деятельности, с 2018 годом, так, то у нас почти на 50%. Валовый региональный продукт у нас тоже вырос в 2 раза. Было 900 с лишним миллиардов, сейчас уже за 2 триллиона. Мы последние 4 года подряд, правильно сказали, обновляем исторические рекорды по добыче угля, нефти, газа, золота. Мы больше всех добываем в мире алмазов. И, конечно, самое главное, это позволяет нам уже улучшать жизнь людей, развивать нашу республику. До 2023 года у нас было построено 274 крупных социальных объекта. Это тоже, если по пятилеткам смотреть, рекордные показатели. Во время прямой линии глава Якутии сообщил о росте численности населения республики. По словам Айсена Николаева, увеличивается количество многодетных семей. А с 2024 года в 2 раза увеличится региональный маткапитал на 3-го и последующих детей. Таким образом, размер господдержки со 150 тысяч рублей вырастет до 300 тысяч рублей. И Айсен Николаев отметил, что для поддержки молодых семей, вступающим в первый брак, выделят по 50 тысяч рублей. Народные избранники 7-го созыва Государственного собрания будут работать в 19 постоянных комитетах. И во второй день работы парламента депутаты формировали составы комитетов и утверждали их председателей. О втором дне работы Государственного собрания расскажет Александр Хавренко. Наибольшее внимание народных избранников было приковано к комитету по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. По регламенту Госсобрания состоять в комитете могут 17 депутатов, но в 7-м созыве количество желающих войти в бюджетный комитет превышает вакантные места. После обсуждения было принято решение о возможности рассмотреть вопрос об увеличении количества мест в бюджетном комитете. Каждый народный депутат имеет право принимать участие в работе комитета. Как правило, наши комитеты являются расширенными заседаниями, то есть любой депутат, любой председатель комитета, он присутствует. Но даже это не только право, а на самом деле я уже руковожу этим комитетом 2 созыва. Все председатели комитетов обязательно принимают участие. Важное новшество в работе парламента. В 7-м созыве появился новый комитет, который будет заниматься вопросами военнослужащих, ветеранов боевых действий, вопросами патриотического воспитания и общественных организаций. Возглавляет его народный депутат Александр Подголов. Конечно, мы хотим уделить внимание это реабилитации наших ребят, которые будут возвращаться, потому что здесь нужно и не только медицинское, тут нужно психологическое сопровождение, тут нужна материальная поддержка, тут просто человеческое отношение людей. Отсюда мы будем, конечно, этим всем заниматься, пытаться внести это, в общем-то, в законодательные рамки.
Нынешний состав депутатов более чем на 50% обновился по сравнению с шестым созывом. Появились новые лица, молодые депутаты, которые готовы включиться в работу парламента и вносить свои предложения и инициативы. Почувствовал огромную ответственность перед своими земляками, перед своими избирателями, народом. Я подал заявление и вошел в 3 комитетах. Я думаю, что имею немалый опыт. Сейчас действующий работник школы по образованию, поэтому наступил. И до этого предпринимательством занимался. И свои взгляды имею. Следующее пленарное заседание у депутатов будет посвящено утверждению Кабинета министров. После официального вступления в должность глава республики будет формировать правительство, а народным депутатам предстоит утверждение предложенных кандидатур. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Извещать россиян о назначении им пенсии будут по новым правилам. Это касается социальных и страховых выплат по старости и по инвалидности, а также перерасчета размера пенсии и фиксированной выплаты к ней. По новым правилам пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг, будут получать уведомления о назначении им указанных пенсий в своем личном кабинете. Россиян, у которых учетной записи на портале нет, будут информировать по почте. А если у соцфонда есть письменное согласие на это, то присылать письма на электронную почту. Индексация тарифов на коммунальные ресурсы обусловлена увеличением расходов на содержание и ремонт сети, и обновление инфраструктуры и обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям. Не допускается повышение размера вносимой гражданами выплаты за коммунальные услуги выше установленных предельных индексов. Ранее индексация тарифов проводилась ежегодно с 1 июля. Однако в связи с тем, что в декабре прошлого года была проведена внеочередная индексация тарифов, в июле нынешнего года индексации не было. Законопроект о контроле за передачей детей третьим лицам по доверенности готовят к внесению. По словам чиновников, в Гааге Международный суд проводит слушание по иску Украины против России, куда привлекают детей. В Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, а приехавшие туда представители разных стран обсуждают преступления против детей. На фоне обвинений в адрес России комиссия становится той площадкой, где собирается вся обоснованная информация. По словам инициаторов идеи, комиссия не только проводит анализ, но и старается выработать конкретные решения. Состоялось расширенное рабочее совещание Единого координационного центра всесторонней помощи мобилизованным военнослужащим и их семьям. В мероприятии приняли участие члены правительства, представители общественных организаций, а также руководители муниципальных образований. На совещании подвели итоги за последний год и обсудили план дальнейшей работы координационного центра. Кроме этого, были вручены благодарственные письма за вклад и неоценимую помощь в осуществлении деятельности для оказания дополнительной помощи участникам СВО. Мы понимаем, что вопросов очень много, очень многогранный подход требует к отдельному взятому случаю. И тот механизм, который был налажен в течение года, он должен совершенствоваться. Требования времени меняются, технические средства совершенствуются, и как и программное освещение, как и социальная сфера, мы не стоим на месте. В Якутии, по данным регионального Роспотребнадзора, зарегистрировано 9047 случаев ОРВИ. Это выше эпидпорога на 44%. Количество заболевших за неделю выросло на более чем 1500 человек. В Роспотребнадзоре напомнили, что в Якутии продолжается иммунизация населения против гриппа. На сегодня вакцину получили 121 592 человека, в этом числе 40 858 детей. Бесплатную вакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту жительства или работы, а также в специальных пунктах в общественных местах. Неделя, посвященная Всемирному дню сердца, стартовала и продлится до 1 октября в республике. Минздрав региона призывает якутян принять активное участие в различных медицинских, информационно-просветительских и образовательных акциях недели, направленных на поддержание и укрепление здоровья, популяризацию здорового образа жизни. В рамках недели в медицинских организациях пройдут дни открытых дверей, акции «Здоровое сердце семьи» с целью повышения осведомленности населения о болезнях сердца и способах их профилактики. Кроме этого, 29 сентября в честь Всемирного дня сердца подсветка телебашни Якутска поменяет свой цвет на пульсирующий красный.
С 2018 года действует новый порядок рассмотрения дел с участием коллегии присяжных заседателей. В районных судах их численность составляет 6 человек. Недавно в Нерюнгри по ходатайству подсудимого заслушали уголовное дело с участием коллегии присяжных заседателей. Житель поселка Чульман был осужден за убийство. Случай произошел во время празднования Дня Победы. Подсудимый нанес удар ножом, перепутав его с другим человеком. Потерпевший скончался, при этом свою вину он не признал. Государственными обвинителями коллегии присяжных заседателей были представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность подсудимого к совершенному преступлению. В результате рассмотрения уголовного дела на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Минтранс Якутии определил сроки закрытия навигации для маломерных судов. 27 сентября закрывается навигация в Верхнеколымском, Верхоянском, Жиганском, Момском, Аймыконском, Оленёкском, Среднеколымском, Эвено-Батантайском, Абыйском, Алайховском, Анабарском, Нижнеколымском, Устьянском и Булунском улусах. 9 октября движение маломерных судов будет запрещено. В ряде остальных районов, в частности в Амгинском, Алданском, Мирнинском, Нерюнгринском, Алекминском, а также Якутске и Жатае. Напомню, что в случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность. Якутия продолжает реализацию регионального проекта формирования комфортной городской среды, на который выделено свыше 950 миллионов рублей. Всего планируется благоустроить 29 объектов, из них 26 – это общественные территории, а 3 – дворовые. В этом году 6 проектов из Якутии стали победителями конкурса благоустройства городской среды. А еще 7 объектов начали реализовываться по результатам первого этапа конкурса среди субъектов Дальневосточного федерального округа. За 6 лет участия в конкурсе Якутия получила 21 победу и привлекла более 1,5 миллиарда рублей дополнительных средств. Состоялся республиканский слет студенческих отрядов, посвященный закрытию летнего трудового семестра этого года. В рамках проведения слета наградили отличившихся бойцов, а также узнали имена обладателей премии. Так, лучшим командиром студенческих отрядов Якутии стал командир межрегионального студенческого рутинного отряда Устьева-2023 Терентий Третьяков. Лучшим комиссаром студенческих отрядов республики стал комиссар студенческого педагогического отряда «Дар» Саяна Кузьмина. А лучшим бойцом студенческих отрядов Якутии стала боец отряда «Ботур» Нарьяна Никитина. Победителям были вручены благодарственные письма главы республики и сертификаты на 30 тысяч рублей. Студент Якутского промышленного техникума Даниил Пляскин стал обладателем серебряной медали Международного чемпионата высоких технологий профессионалы в компетенции изготовления индивидуальных имплантов. До этого Даниил неоднократно принимал участие в различных соревнованиях профессионального мастерства, чем заслужил приглашение на международные соревнования. Чемпионат проходил в Великом Новгороде и собрал профессионалов из России, Сирии, Азербайджана и других стран. Чемпионат проводился впервые, и второе место якутского студента имеет большое значение для развития высоких технологий. Был скан реального пациента, если не ошибаюсь, говорили из мотоаварии. Надо было достать оттуда череп, его достали там с повреждением, и потом моделировали для этого черепа накладку. Потом этот имплант, после того, как был подготовлен, распечатывается на 3D-принтере, мастер-модель, и заливается силиконом. После силикона достается и заливается пластиком, и это уже готовый имплант. В Ленском доме-интернате для престарелых прошел День открытых дверей. Это мероприятие проходит впервые, и работники учреждения надеются, что открытые двери учреждения помогут родственникам их постояльцев вспомнить о своих близких и прийти их навестить. Еще одна цель мероприятия – рассказать, как и чем сегодня живет дом-интернат, каких успехов достигли, какие планы и перспективы развития у организации. Для всех гостей сотрудники провели экскурсию. Готовились к мероприятию сотрудники дома-интерната для престарелых несколько недель. Объявление о проведении Дня открытых дверей разместили в соцсетях и на сайте дома-интерната. Мы решили провести День открытых дверей для того, чтобы
население города Ленска и узнало побольше о нашем доме-интернате, для того, чтобы мы были открыты и прозрачная вся наша деятельность, для того, чтобы узнали, какие мероприятия мы проводим, как мы обслуживаем наших подопечных. С утра постояльцев навестили сотрудники управления социальной защиты. Наша съемочная группа приехала чуть позже. Хоть мы знакомы с учреждением и его работой, но все равно с удовольствием прошли на экскурсию. Комфортная атмосфера, улыбки постояльцев, сразу понятно, что недовольных здесь нет. Александр Балаев проживает в доме-интернате уже 7 лет. Доволен всем. Условия хорошие, персонал добрый и отзывчивый. Персонал у нас отличный. Самое главное, понимают, общаются на все вопросы, любой ответ. В общем-то, отлично проживать. Живут постояльцы в уютных светлых комнатах по 2 человека. В каждой имеется необходимая мебель и телевизор. Тут же на этаже душ, несколько санузлов, бытовая и реабилитационная комната, столовая и гостиная. Сегодня в доме-интернате находится 31 пенсионер. Мест свободных нет. Оксана Барченко работает в доме престарелых 3 года. Девушка-санитарка. Работа у нее очень сложная, так как большая часть постояльцев, проживающих здесь, колясочники. Уход за ними серьезный. За одной только Оксаной закреплены 5 комнат, в каждой по 2 человека. И всем нужно уделить внимание. Провести все необходимые процедуры. Мастер-класс во время дня открытых дверей девушка показала всем гостям. Как, например, чистить зубы проживающим, как подкладывать судно, как заправлять простыни у лежачего человека, как его поворачивать, как кормить, вот это все мы показывали. Стараемся, трудимся, улыбаемся, а мы на позитиве всегда. Из-за пандемии проживающие в интернате некоторое время были ограничены в личном общении. Не так давно карантин сняли, и прежняя жизнь потихоньку возвращается. Поэтому День открытых дверей стал праздником. Гости оценили, что в доме-интернате созданы домашние условия. Сотрудники Ленского дома-интерната постараются, чтобы такие встречи стали в учреждении доброй традицией. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Пенсия не повод сидеть дома и скучать, уверены курсисты школы 3-го возраста, которая работает в Якутске уже много лет. Впрочем, в школе можно не только учиться, но и преподавать, чем и занимаются активные пенсионеры. В чем заключается залог активного долголетия, узнавала наша коллега Мария Кардашевская. Татьяна Яковлева всю жизнь проработала журналистом. Сначала 15 лет в газете «Полярная звезда», потом еще 20 в «Она плюс». Женщина признается, что раньше у нее катастрофически не хватало времени на свое хобби. И только после выхода на пенсию у нее появилась возможность учиться чему-то новому. И вот уже год Татьяна посещает занятия по бисероплетению в школе 3-го возраста. Я вот сейчас смотрю, неужели-то я сделала, допустим, вот так вот, да, вот всю красоту. И все мои родственники, все мои дети очень рады, что вот мама чем-то занимается. Это просто интерес к жизни. Вот я советую всем пенсионерам не сидеть в 4 стенах. Обязательно вот тут каждому есть занятие, о чем вы мечтали в молодости. Впрочем, в школе можно не только учиться, но и самому преподавать. Одна из инструкторов школы – Надежда Холмогорова. Еще в 2016 году женщина пришла на йогу в качестве ученицы, а уже через 5 лет прошла курс обучения на инструктора, чем и занимается по сей день. Мы ездили в центральные города, в Питере на форуме 2 раза выставка ездили полным чемоданом. Еще Калининграды, СССР в Европе ездили. Выставка прошла очень успешно. В Польше тоже выставку делали. Уроками в школе дело не ограничивается. Курсисты не только совместно ездят на природу и занимаются активным отдыхом, но и выезжают за пределы республики, представляют свои работы на фестивалях и выставках. Наши курсанты потом развивают выносливость, силу. И самое главное, это у них меняется психоэмоциональный аспект. То есть улучшается настроение, сон. Люди стараются в этом возрасте быть более гармоничными внутри себя. А гармония распространяется и на родных, и на всех людей, с которыми они общаются. В учреждении работает более 30 секций. Можно найти занятия себе по вкусу, чем и занимаются активные пенсионеры в более чем 30 секциях по таким направлениям, как образование, творчество, оздоровление, фольклор и многим другим. Очень много есть у нас танцевальных коллективов и клубов по направлениям тоже. Образовательные у нас направления – это в первую очередь компьютерная грамотность и мобильная грамотность, которую мы обучаем уже который год. И совместно с библиотекой Smart 203 это успешно реализуем в жизнь. Да? И образовательные у нас есть еще английский язык. Буквально с октября месяца у нас будет английский язык 2 раза в неделю.
Школа третьего возраста работает в Якутске уже 11 лет. Занятия могут посещать не только пенсионеры, но и те, кто вот-вот выйдет на заслуженный отдых, а также люди с инвалидностью. За год учреждение посещают более 2000 курсистов. Более того, онлайн-форму обучения только за прошлый год прошли свыше 10 тысяч человек со всей республики, что говорит о том, что школа третьего возраста – нужное и полезное учреждение. Мария Кардашевская, Иван Сорокумов, Якутск. Сразу несколько наград завоевал якутский фильм «Не храните меня без Ивана» на 17-м Всероссийском фестивале исторических фильмов «Киновече». Так, приз за лучшую мужскую роль присужден Александру Чичахову за работу в фильме «Не храните меня без Ивана». Также лучшим признан сценарий фильма, написанный Любовью Борисовой и Юлией Клименко. Кроме того, работа Любови Борисовой в кинокартине признана лучшей режиссурой. Гран-при фестиваля завоевал фильм «Русский крест» режиссеры Эдуард Байков и Петр Зеленов. Картина также получила приз губернатора Тверской области. В рамках празднования Дня государственности республики театр юного зрителя представил спектакль под названием «От имени якутов» на основе пьесы Сафрона Данилова о якутском революционере Максиме Амосове. Режиссер Антон Батаков хотел заинтересовать современного зрителя и решил показать классическую драму через восприятие обычного охранника. Автор произведения Сафрон Данилов воссоздал эпизоды из жизни и деятельности якутского революционера, советского государственного и партийного деятеля, сыгравшего ведущую роль в создании якутской автономной Советской Социалистической Республики Максима Амосова. Главную роль исполнил артист театра Спартак Ларионов. В спектакле использовано несколько театральных приемов, я считаю. Вот это у нас есть и теневые моменты, да, и такие, как сказать-то, ну, классические, само собой, есть моменты. И есть такие более новые моменты из новой драмы, современные такие моменты есть. Мы попытались вот показать вот через призму современного человека, да, вот тот мир, который был. Но, само собой, историю мы не меняли и менять не собираемся, потому что наша основная задача для детей – это донести все, как было. 27 сентября отмечается День государственности Якутии. В рамках этого знаменательного дня Мемориальный дом-музей приглашает гостей и жителей республики на День открытых дверей. Подробности в следующем материале. 27 сентября 1990 году была провозглашена Декларация о суверенитете республики, что положило начало нового этапа в истории Якутии. Одним из основоположников якутской автономии является Максим Кирович Амосов. Дом-музей открыт в Якутске с 1987 года, посвящен жизни и деятельности видного государственного общественного деятеля Якутии и его соратников. Здание Дома-музея является единственно подлинно сохранившейся в историко-архитектурном комплексе «Старый город», богат различными и интересными экспонатами. Личных вещей Максима Кировича очень мало, потому что он был арестован с конфискацией имущества в городе Фрунзе в Кыргызстане. Поэтому у нас остается мебель, которая при жизни передала Якутскому музею супруга Максима Кировича Амосова. Это двухтумбовый письменный стол, за которым работал Максим Кирович Амосов. Подлинно его кресло, этажерка и на столе из карельской березы набор письменный с чернильницами, с карандашницами. Мемориальный дом-музей хранит в себе все материалы и документы, в которых запечатлены события, произошедшие в 20-е годы. Образование Якутской Советской Социалистической Республики, первые шаги республики по развитию народного образования, культуры, медицины, индустриализации, авиации, развитие комсомола и пионерии. Одно из центральных мест отведено экспозиции, рассказывающей о Максиме Амосове как о ярком лидере молодого поколения якутян начала 20 века. В зале мы видим подлинные документы, фотографии. Вообще этот зал очень с насыщенным материалом. Да? Потому что мы здесь не только видим документы, но и такие крупные события 20-х годов 20 века, скажем так. То есть первые шаги нашей Якутской республики. Каких успехов мы достигли именно в 20-е годы. Посетители музея могут также ознакомиться с материалами о друзьях и соратниках Максима Амосова, целой плеяды выдающихся политических деятелей. Подлинные фотографии и документы находятся в фондах музея и в Национальном архиве. Дом-музей приглашает на День открытых дверей в День государственности республики со вторника по воскресенье. Таяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск. А тем временем в Нижний Бестях прибыл уникальный передвижной музей с эффектом погружения «Поезд Победы». В 10 тематических вагонах, посвященных Великой Отечественной войне, представлены более 150 скульптур. Подробности далее.
Музей «Поезд Победы» – это сочетание современных технологий, исторической правды и неподдельных эмоций. Своеобразная машина времени, с помощью которой посетители погружаются в прошлое. В нашем составе 12 вагонов, под экспозицией 10, 2 технические. Сегодня, впервые в своей истории, «Поезд Победы» прибыл в Якутию, где будет работать в поселке Нижний Бестях в ближайшие 3 дня. Посещение поезда – это мероприятие бесплатное. Для того, чтобы к нам прийти, нужно пройти регистрацию на сайте «Поезд Победы» и в назначенное время прийти на экскурсию. Надо отметить, что наш состав никого не оставляет равнодушным. От нас выходит либо задумчиво, либо со слезами на глазах. Поезд вызывает настоящие эмоции. Если он вызывает настоящие эмоции, значит, мы работаем не зря. Поезд начал свое движение в октябре 2020 года с Белорусского вокзала города Москвы. На сегодняшний день поезд несколько раз проездил всю страну от Крыма до Владивостока. Очень приятно осознавать, что наша компания «Железные дороги Якутии» приняла участие в данной выставке, так как данный поезд Победы он проехал по нашей инфраструктуре и на сегодняшний день находится на железнодорожной станции Нижний Бестях и представлен именно здесь. Ну и, конечно же, хотел, пользуясь моментом, поблагодарить наших основных акционеров Республику Саха-Якутия, ООО «РЖД», а также дирекцию «Поезд Победы», что привезли нам такую замечательную выставку. Поезд-музей будет работать в Нижнем Бестяхе с 26 по 28 сентября, в Алдане 29 сентября, в Нерингре с 30 сентября по 2 октября. И в завершение о спорте. Якутский борец Аял Лазарев, уже несколько лет выступающий за команду Кыргызстана, сразится на азиатских играх в Китае. А легкоатлетка Сардана Трофимова в составе сборной этой же страны пробежит марафонскую дистанцию. Сардана Трофимова пробежит дистанцию 42 километра в следующий четверг, 5 октября. Она уже находится на месте проведения соревнований. Вольная борьба, где в категории до 125 килограммов сразится Аял Лазарев, состоится 7 октября. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.